Когда собирались снести Рождество Богородицы, церковь, в 89 году был подписан указ, то мы все были тогда суператеистами. Мы все вместе вдруг объединились вне зависимости от своих этих и не позволили. Осетинская церковь. Да. 89-й год. А в связи с тем, что при том, что тогда же как раз вот эти все нагнетания, то есть мы собирались снести аргумент на правом берегу, церковь, первая для этих светских людей, для гражданского населения, называется Осетинской. Понимаете? И мы... Это же не традиционная православная, правильно? Какая? На тот момент Осетинская церковь. Обыкновенно она, как раз таки она традиционная. Она просто одна из равнинных. Как она? Нет, как она традиционная церковь. Тоже не надо бояться, ничего не надо бояться. А до этого она какая была? Нет. Там зарубежники, я даже на их эти службы ходила, посмотрела. То есть я была, нет, это, слушайте, вначале казачий пост, потом потом общество восстановления православных. Ну, все же знаем, все знаем. Обыкновенная церковь. Русской православной, это первый храм для светского населения. Туда ходили грузины, армяне. Харлан Пицумаев пишет в 10-м или каком-то году, там что-то про историю, там нужно укрепить склон, он рушится. Это церковь интернациональная, вот совершенно современным языком. Почему? Потому что до постройки своих церквей туда ходили грузины, перечисляют. Все, потому что были военного ведомства церкви, а это единственное для граждан, а большинство было осетин. У нас проблема-то с городом, с этим городищем. У нас не осмыслены вообще первые страницы, как у нас город с чего начался, не с крепости же. То есть у нас много в этом смысле задач. И это проблема. И тогда ее... Почему? Потому что она маленькая, и там трещины, потому что холм же ходит, а холм там, в этом холме, до революции находили погребения аланские. Ну да, так вы советские времена, а я про дореволюционные. Там насыпной холм, потому что городище там, где школа и где телевидение, с севера и с юга огромные могильники аланские. И поэтому там холм такой, плохая система, вода. Ну, это как-то. Ну да, и все размекает, и глина ходит. И поэтому она дала трещины. Наши сказали, указ был подписан, что снести, потому что вынесли наши проектные институты, и ее невозможно спасти. Это Одинцов был или... 89-й год. Нет, это уже не Одинцов был. Ну да, но... Да, смысл в том, что никто же не вдавался в подробности. И это была первая победа еще не существующего гражданского общества. Знаете, в одну секунду все объединились. Это просто вот, на самом деле, это было потрясающе. Мы не позволили это сделать, не вдаваясь в храм, это не храм, просто кругом война идет, осетинская церковь, и тут вот... Нет, но начались уже разговоры о том, чтобы ее как-то посвободнее же стало. И в этом смысле я считаю, что это огромное было достижение. И я считаю, что у нас у нас есть все, и мечеть пусть... Но просто я слышала, каждый раз, когда я это говорю, всегда найдется тот человек, значит, да, вот они там кричат, да и так им и нужно. А при чем тут Мухтаров, Туганова, и Плашко, и Долежаль? Да, Плашко Плашко это замечательный архитектор, Плашко, которого Мухтаров пригласил, он ему и в Баку там построил много всякого разного, и гражданские сооружения, и мечети. Кажется, он из Польши его. В общем, как-то я уже... Монографии есть по нему. А Долежаль,
Он расписывал ее. Ну, в смысле, он был эту программу росписи составил. Это его проект. Нет, тут вы понимаете, как... Вот, а вот про Далижа, сейчас я, вот хорошо, что я быстро вспомнила. Вот, вы понимаете, они приехали, они страдали, они мучились, да, делали все приезжали, восхищались. Это не говорилось о том, что это мусульманский центр, а просто очень красиво получилось, да? Очень красиво получилось. Да, я сейчас тоже жалею, не надо было отдавать. Хотя, честно говоря, мы же-то не думали это. Но там маятник Фуко привесили. Но с другой стороны, когда начинали, вы знаете, когда они начинали приставать, особенно ко мне, когда они там демонстрации, я не работала в этой охране по ним. Я просто пришла, думаю, спросить, какая ваша проблема. Просто было интересно. Ну и как-то поддержать людей, потому что это несправедливо. А потом вот это все началось. Так я им объяснила. Вы поймите, люди сидели и думали, как спасти мечеть и Осетинскую церковь. И придумали, что открыть музей, а там обл. За год зерно. Чтобы спасти от судьбы. Вы понимаете? А вы, говорю, вы чтите этих людей, это же был ход. Ход. Так спасали. А потом, оказывается, обнаружились документы. И на самом деле это было так. Долго мучились и бились, и в конце концов музей это был выход, чтобы не снесли ее. А потом, когда уже вот они все агрессивнее, их эти руководство было, и они потом забелили, то это, конечно, плохо. И вот не дают нормально сейчас реставрировать. Но строить там нельзя было. Да, вот строить там нельзя было. И все промолчали. И вот, понимаете, это ужасно, на мой взгляд. Почему? Потому что ее нету. Ее нету, потому что она растворилась. Ну, нам показали вот чьи в лесу шишки. Вот на самом деле, она ее нету. Вот это у нас единственное, у нас есть шедевры в городе. Это ни с чем не сравнимая наша панорама, о которой писались до революционных времен, это просто классика. И мечеть. Как бы никому эта мечеть, она на самом деле архитектурный шедевр. Вот и все. Так не должно быть. Да, вот именно. А я поэтому и говорю, что вот, может быть, мы сейчас и начали размышлять о том, что это индикаторы какие-то. Нет у нас социальной сплоченности. Никакой. И демократической гражданственности. Потому что у нас такие бы ошибки никто не смог совершить. Да, вот нет, правда. Но если мы не объединимся, то Нузал не станет таким комплексом. Почему? Потому что он не такой прямо яркий. Его надо увидеть, его надо раскрыть. И повторяю, что я считаю, что там должна быть часовня. Почему? Я не хочу, чтобы туда ломились. Вот прямо туда. А у людей есть потребность. Пусть зажигают. Там есть там пространство, свечи, поминальные. Плюс, ну почему мы должны? Ведь это Сентинский храм написан «Царь Давид». Посвятительная надпись еще одного царя нам подарила аланского. Верхушка приняла христианство. И в Сатай-Оба, вон там, где наверху, и вот и Бахайта рядом с Кумбулта, тоже остатки церкви. Но было это. Бежали, наверное, с равнины горожане. А там их переосмыслили провинциалы. Там понятно. Ну и что? Правда же? Да. А вот еще вопрос, скажите, пожалуйста, не по Нузалу. А вот такой, из разряда фэнтези. А вот Татарстульский наряд вообще возможно восстановить? Вот вчера мне тоже мы ехали куда-то, и вот начали мы говорить, проезжали как раз, потому что на самом деле голое место. Собственно говоря, наша территория, ну просто клондайк в этом плане. И сейчас все рванули в горы, Мамисон. А вот мне когда все
куда-то работать, мне уже надоело там, честно говоря. Потому что мне вот эта территория очень нравится. Вот и Змейка, вот этот... Да, Дедяков. А вот Рустем Фидаров вообще говорит, что, возможно, это Магаз. Да, слышала я. И, кстати, это очень интересная эта тема, она напрямую связана даже с Владикавказом, там же всякие эти споры есть. Вот тема Владикавказа и как его раскрыть. Вот как город, который начинается не с 1874 года. Это задача нас с вами. Понимаете, мы плохо этим занимаемся. Вот. А то место, да, вот последние исследователи вот все-таки склоняются. Я еще, когда читала о том, как штурмовали Магаз. Несколько лет. Нет, ну да. Нет, его-то не несколько лет штурмовали. Там гору какую-то по источникам не могли взять. Но его штурмовали, помните, даже аланские отряды тоже. И там местность была заболоченная. Там вот, когда читаешь эти источники, там было что-то болотистое какое-то место, да? А как выяснилось, вот когда я что-то там читала по другой теме, ну там в связи с климатом, там это, то выясняется, что в этот период там на самом деле сильно заболоченные были места. И вот очень подходит. А Рустем... Да? Нет, а именно вот эти все плавни, там же какие-то в пойме Терека плавни, там же мегаполис был. Там даже вот это... Там, вы знаете, напротив вот этих монумента этим защитникам Ильхотовских ворот, помните же вот это? Да, так вот если перейти, вот они стоят, вот дорога, трасса, там вот Кубанский могильник прямо напротив, там где сейчас рубят эти деревья, расширяют дорогу, а там по дорожке пройти, и там фундамент средневековой церкви XIV века. Его в 70-х годах уже начали, видно, благоустраивать. Я тогда, конечно, естественно, не в курсе была этого всего, да, но и захлебнулась опять это. А там изумительный вид. То есть, понимаете, там делать даже нечего. Чуть-чуть денег, дорожки и видовую площадку, и открывается вот это долина реки Терек, вот эти, да, вот хребет этот Сунжинский. И ты себе представь, вот эта периферия вот этого мегаполиса. Вот там, где защитникам Ильхотовских ворот. Вы себе можете себе представить, какой огромный город. И, возможно, скоро откроют, что там и был Магаз. Так вот, Татартубский минарет. Например, меня вся эта территория, вы понимаете, а там очень красиво. То есть люди едут на Мамисун, да? Пока не доедут до этих гор, а тут комплекс потрясающий. Я не говорю, чтобы там, Пушкин, хотя же это тоже, правда же, как сильно волнует. Минарет. Вот это одино, это флейта, не флейта. Вы понимаете, как он сразу это все почувствовал? Вот он снесен, да? Снесен, вы знаете историю с ним. Последние несколько лет приходили как раз по восстановлению вот этого минарета. Дорожники минарета, потому что плинфу кто-то заготовил, потом все украли эти камни. Ну, я не в курсе была всей этой истории. Да, порастаскали по домам. Потом плинфу сделали, тоже растащили все. Но люди говорят, там доминанты не хватает, там мост и голо. Бедствие какое-то там настигло. Да, тоже говорят. Но вы знаете, приходили люди, дорожники, и приносили проекты. Они хотят минарет. Да? Минарет восстановить. Но знаете, как хотят? Маленький минарет. Уменьшить это все. Я говорю, вы понимаете, во-первых, нужно хорошо думать. Это памятник был высокого уровня, да? И если что-то воссоздается, это уже же, правда же, не памятник, мы же с вами говорили про подлинность. А зачем еще и маленькая модель, игрушку? Какой смысл? Но доминанты там не хватает, там такой легкий провал. Но использовать тему Пушкина, вот, например, если бы я была за рулем авто, да, ехала туда, допустим, куда-нибудь, я бы обязательно остановилась, допустим,
Если бы там стояла какая-нибудь палатка, какой-нибудь столб, и стоял, понимаете, вот Потемкинский редут, чтобы можно было этой каши поесть. Я, конечно, говорю глупости сейчас, но это нормально. И в других местах это сплошь и рядом делают. И тут и не нужен даже этот минарет. Можно какой-нибудь штырь воткнуть в оставшийся фундамент. Это можно сделать на летний сезон, но впечатлений масса. И давать эти открытки со старыми изображениями минарета. Но это интересно. А потом чуть-чуть проехать, да, проехать и выйти, остановиться. Вот Уйден вам защитником Ильхотовских ворот, там какое-то мемориальное кладбище, кстати, правильно сделали, там этого не хватало, да, вот кого находят во время этих. Рассказ о том, как не пустили врага, а потом прошел по этой, увидел фундамент, она очень красиво смотрится, маленькой церквушки, это, ну, как сказать, месте вот этого мегаполиса, и видовая площадка, и ты смотришь на долину Терека, и представляешь, как грандиозно вот этот поток воды пробил этот кабардинский или сунжинский хребет, и раскрыл, и открылась наша земля, вот эта Остинская равнина. Потрясающе. Полчаса, впечатлений сколько. Хороший бизнес-проект. Ну, знаете, если минарет все-таки поставить, да, через 200 лет люди будут, кто вспомнит, что это восстановлено, он уже будет какой-то историей, правильно? Уже какую-то ценность, да. Хотя он давно выстроен. Вот вы совершенно правы, когда говорите, что бывают проекты воссоздания. Воссоздание. Да, но в данном случае, если воссоздавать все это, должно, повторяю, обсуждаться, потому что, на мой взгляд, нельзя допускать того, что случается у нас постоянно, рушится. Да. Следующий вопрос. Столько много находится в руинированном состоянии, вот-вот рухнет, чтобы тратить средства и силы на воссоздание, сейчас это не ко времени просто. На мой взгляд, если рационально подходить. Правда же? То есть тут не знаешь, что спасти побыстрее, чтобы не рухнуло. Вот. Знаете, кстати, о чем я подумал? Очень символично, что вот этот памятник защитникам Творских ворот, эта пушка, она ровно на минарете смотрит. Может, она как-то стрельнула? Символично. Все нормально. Нет, ну минарет, он красив был хотя бы вот как доминант. Нормально было. И плюс, на самом деле, ведь это же чудо. Вот представьте, был древний город, да? И от него, как вот он мог, война шла, как он сохранился? Вот, я, например, не понимаю. Ружья, не ружья, а орудия, это не минометы, а как наверху, самолеты, все бомбило. Вот он сохранил, ну это же чудо. Вот ради этого надо было его. Ну как могли наши из-за вот всего, из-за денег, а? Как могли наши завалить минарет? Я слышал, что это единственный памятник той эпохи в европейской части вообще России и Европы. Больше памятников монгольской архитектуры нет. В европейской части России вообще Европы. Ну да, это говорят. Ну и плюс мне Пушкин нравится. Там завязан же еще на Пушкин. Такая вещь, она неспроста же в этом месте именно была построена. Наверное, это что-то значит, правильно? Это какое-то место. Вот смотрите, какой вы все-таки тонкий. Нет, я не то. Нет, я же говорю о душевной организации. Вы правильно, вот смотрите, там место, закопанные сейчас, археологи раскопали, там же еще есть эти мечети и еще несколько церквей. Это все сейчас в земле. Археологи же в 50-х же годов, Милорадович, Крупнов там начинал, Гиджирати там был, в том же районе, Рустем Фидаров. И на самом деле, если у нас хватит сил, то есть это же Верхнеджулатское городище, археологический памятник, то и если мы со Вселенной куда-нибудь не унесемся, то это очень хорошее место для того, чтобы обнажить эти оставшиеся храмы
И не восстанавливать, а просто чтобы мы видели их фундамент, их все. И это очень хорошее туристическое вот место, в высоком смысле, в познавательном. Почему? Потому что это, вот я след за Пушкиным. Вот, понимаете, он как-то в путешествии в Варзрум в нескольких предложениях рассказал о таинственности этого места. Вот он как гений, он почувствовал, какой потрясающий. И если вы по этой Минаретской балке, а плюс там же еще наверху, что? Я забыла. Что? Понимаете? Что там? А вы знаете, что там наверху? Я спрашиваю, что там? А там святилище. Кузнецов и археологи находят, это то известное святилище Татартуб. И мы осетины молились. Не минарет. Да. Неважно. Если не там же молились, не у минарета, а наверху есть. Вот на этом цопле есть остатки святилищ. И, между прочим, те, кто родители за наши религиозную систему, или как это назвать, то есть это да, в какой-то, туда же все равно поднимаются. И вот подумать эту форму, там тоже это можно. И вот смотрите уже, какой сакральный комплекс. Уйден вам и церкви, и мечети, а наверху доминирует над всем вот это одно из самых важных наших святилищ, Татартуб. Вот там же наверху на горе вы не поднимались? Какой важный святилище? Татартуб, да. Ковандон – это там внизу, а само святилище наверху, на горе. Это сам, то есть, да, здесь то есть это важно, там и кабардинцы, вот и с хетагом, все это завязано. И это все, вы же понимаете, это все на вот маленьком пространстве. Вот вам. Вот он, это то, что осталось от минарета, и вот цоколь. Вот это сама балка, по которой идет ручей. И вот по этой балке чуть-чуть наверх поднялся и на эту гору, и там вот это остатки святилища. И до сих пор туда некоторые... А Ковандон тот, который у дороги. Быстро вышел, деньги положил, посидел, а поднимаются избранные. Все как положено. Там комплексы, туда комплексы. Сакральный. Почему? Потому что скоро докажет, что там был магаз. По крайней мере, я надеюсь. Это опять новый виток. Видите? И снова вернулись к теме на новом уровне. И, возможно, там магаз.